Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана обсудил расширение сотрудничества с главой Ирана и премьером Пакистана. Национальный лидер туркменского народа ознакомился с проектами новых объектов на побережье Каспия. Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву до мая. И другие новости. На заседании Кабинета министров Туркменистана в пятницу обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту стран Центральной Азии и Европейского Союза, который пройдет в Самарканде 3-4 апреля. Министр иностранных дел Рашид Миредов представил отчет о ведущейся работе по развитию сотрудничества Туркменистана с Европейским Союзом. Президент Сердар Бердымухамедов, подводя итоги отчета, отметил значимость развития отношений с Европейским Союзом и поручил министру иностранных дел обеспечить высокий уровень подготовки к предстоящему рабочему визиту в Республику Узбекистан. Президент Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил главу Ирана Масуда Пезешкиана посетить Туркменистан с официальным визитом. В ходе беседы стороны дали высокую оценку текущему уровню двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения. Было отмечено, что сотрудничество между странами активно развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбаз-Шарифом. В ходе состоявшейся беседы стороны с удовлетворением констатировали плодотворный характер туркмено-пакистанского сотрудничества по всему спектру направлений, включая политико-дипломатическую, культурно-гуманитарную, торгово-экономическую, энергетическую и транспортно-коммуникационную сферы. Собеседники подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления двустороннего партнерства и наполнения его новым содержанием. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский вилаят, где ознакомился с проектами новых объектов, запланированных к строительству на побережье Каспийского моря. В ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедов посетил национальную туристическую зону Аваза, где ему представили проекты дальнейшего развития побережья и строительства различных объектов. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим международным мероприятиям, которые планируется провести в этом регионе. Национальный лидер туркменского народа в ходе рабочей поездки в Балканский вилаят посетил на спортивном автомобиле строительную площадку нового двухполосного автомобильного моста на трассе Туркменбаши-Гарабогаз, граница Казахстана. Данный объект имеет международное значение. Это обеспечит благоприятные условия для активной интеграции страны в мировое экономическое пространство и создаст более благоприятные условия для укрепления сотрудничества с зарубежными странами, отметил Гурбангулы Бердымухамедов. Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву до мая 2025 года. Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад отменены до 30 апреля 2025 года. Для оформления вынужденного возврата просим обращаться по месту приобретения авиабилета, говорится в сообщении генерального агента туркменских авиалиний в России. SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon в рамках уникальной частной миссии FREM-2, в ходе которой впервые в истории полностью гражданский экипаж вышел на полярную орбиту Земли. В составе экипажа 4 участника из разных стран. Мальтийский предприниматель китайского происхождения Чун Ван, немецкий специалист по арктической робототехнике Рабея Патрисия Роге, полярный исследователь из Австралии Эрик Филлипс и норвежский кинематографист Яники Микельсен. Французский регулятор в сфере конкуренции наложил на компанию Apple штраф в размере 150 миллионов евро за внедрение функции отслеживания в приложениях в операционной системе iOS. По мнению регулятора, технологический гигант злоупотребил своим доминирующим положением на рынке. Штраф был назначен после рассмотрения жалобы от объединения торговых ассоциаций, представляющих интересы рекламодателей, которые утратили доступ к пользовательским данным, необходимых для показа индивидуальной рекламы. С победы над Шагадамом со счетом 4-0 стартовали футболисты Аркадага в чемпионате Туркменистана среди клубов высшей лиги. Игра состоялась в умном городе Аркадаг в рамках 4-го тура. Предыдущие 3 тура действующий двукратный чемпион Туркменистана пропустил из-за участия в Лиге вызова АФК. В составе победителей мячи забили Ихлас Сапармамедов, Арзувгулы Сапаргулыев, Дидар Дурдыев и Беген Чакмамедов. Несмотря на первое поражение, Шагадам с 7 очками остался во главе турнирной таблицы, сыграв при этом 4 матча. Первое поражение в чемпионате потерпел и Ахал, уступив Алты-Насыру 0-1. Победный гол в команде агентства Туркмена-Рагат-Нашик забил на 83-й минуте Руслан Таджиев. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.